Несмотря на ненастную погоду, сердца всех присутствующих в этом зале согреты. Повод столь важный для двух республик даты. 249 лет Ингушетия и вот уже 5-й юбилейный год Крым. Верностью и отвагой служат интересам многонациональной России в ее составе. Две схожие судьбы и две самые значимые страницы в истории братских народов. Сегодня этот праздник отмечают с размахом. Предпосылки вхождения Ингушетии в состав России уходят корнями вглубь истории. О том, как это было, старейшины неустанно передают из поколения в поколение, чтобы потомки помнили и чтили выбор предков. Заветы старших напомнил и глава региона. Юнусбек Евкуров отметил, именно такие события меняют народы, их судьбы, будущее. Дорогие друзья, праздник этот связан не просто протокольными решениями. В те времена было особенно тяжело нашим предкам. Были причины, почему наши предки принимали это решение. Уж точно, что наши предки смотрели далеко вперед, видели стратегию развития. Сегодня мы должны делать все, чтобы укреплять нашу государственность в рамках общей нашей великой страны. Это укрепление, так же как и любая реформа, одним нравится, другим не нравится. Ну что ж, я понимаю одно, что тот, кто находится у власти, независимо глава республики, правительство, парламент, другие чиновники, муниципальной власти, должны все-таки делать так, как нужно народу. Да, прислушиваться надо, слушать надо, слышать надо. Но мы же точно видим чуть-чуть вперед, чуть-чуть дальше. И должны делать так, чтобы укреплять нашу государственность. Это будет делаться. Мы будем это делать обязательно. Напомнил глава региона и про Крымскую весну. Историческое событие в современной России. 5 лет назад крымский народ вновь стал частью многонациональной и великой державы и в корне изменил свою судьбу. Решение было принято без единого выстрела. И главная задача, то, что мы сегодня уже понимаем, видим, и оно есть во всех средствах массовой информации, обеспечить без насилия, без давления демократичное волеизъявление народа. Народ Крыма проголосовал, что он хочет быть в составе России, что он хочет вернуться в состав России. Оно состоялось. И это событие, конечно, историческое событие современной России. И мы, как один из народов России, который гордимся своей большой страной, конечно, гордимся тем, что Крым вернулся в состав России. Хотел бы поздравить крымчан за свой выбор, поздравить также ингушский народ, представителей других национальностей, проживающих на территории Республики Ингушетия, и заверить, что мы все сделаем для того, чтобы укрепилась наша государственность, для того, чтобы мы стали крепче. Я думаю, что мы умеем работать, мы будем стремиться, и нам есть чему стремиться, и нам есть у кого учиться. Россия, как великая держава, сегодня говорит, мы заботимся о людях, о Крыме, о ее народе, и никогда никому не позволим, чтобы нам кто-то диктовал того, чего мы не примем никогда. Поэтому я сегодня просто говорю вам, пусть всегда процветает и живет великая наша держава Россия. Пусть сегодня всегда навеки существует Крым. И пусть всегда навеки существует наша любимая республика. А в холле Дома культуры развернули выставочную экспозицию поделок воспитанников культурных центров Ингушетии. Эти картины и изделия декоративно-прикладного искусства как доказательство правильности принятого 2 века назад решения, говорят собравшиеся. Думаю, это правильный ход, правильное решение. И считаю, что
соединением России с Крымом тоже были какие-то изменения в положительную сторону. А праздничный концерт продолжился выступлениями артистов ингушской эстрады. Свое творчество представили государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магаз». Одним из самых ярких номеров стала зажигательная лезгинка в их исполнении. С тех пор, как наша республика вошла в состав России, прошло 2,5 века. Однако ингушский народ по сей день хранит верность стране и достойно трудится во имя ее процветания. Ровно 5 лет назад крымчане также сделали осознанный выбор, который позволил им стать частью многомиллионной семьи. Жирайдат Хулхоева, Магомед Шаухалов, Магомед Белакиев. Новости 24.